Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об участии представителей нашего народа в Первой мировой войне. Гость нашей программы – заместитель декана исторического факультета Ингушского государственного университета Мадина Катиева. Мадина, здравствуйте. Добрый день. Как мы знаем, ингуши принимали участие в Первой мировой войне в составе Кавказской туземной конной дивизии, получившей также название Дикой дивизии. Собственно, с истории этого соединения русской армии мы, наверное, и начнем. Как вообще была сформирована Дикая дивизия, когда? Вот об этом. Кавказская туземная конная дивизия – это одно из воинских соединений, которое было создано в годы Первой мировой войны и представителей народов Северного Кавказа. Процесс формирования Кавказской туземной конной дивизии происходил в самом начале Первой мировой войны. Это происходило в августе 1914 года. И надо говорить о том, что уже к концу августа, 23 августа 1914 года, был назначен командир Кавказской туземной конной дивизии Михаил Александрович Романов, родной брат российского императора. Как известно, народы Северного Кавказа не подлежали военному призыву, и военная реформа 1874 года, она вообще-то объявляла, скажем так, военную службу всесословной, да, что она должна носить обязательный характер, но были издержки, и, соответственно, к началу Первой мировой войны этот вопрос не был решен. И поскольку, как показывает опыт предыдущих военных кампаний, в том числе русско-турецкой 1877-78 годов и русско-японской 1904-1905 годов, в тот период из числа народов Северного Кавказа создавались как раз-таки добровольные воинские соединения, их называли иррегулярными. Почему их называли иррегулярными? Это воинские соединения, которые отличались от регулярных по своей системе комплектования. То есть они создавались на период военных действий, а после окончания военных действий подлежали расформированию. Так и происходило вот в предыдущей кампании, и когда уже началась Первая мировая война, естественно, представители народа Северного Кавказа изъявили желание принять участие в этой войне в составе российских воинских соединений. И, естественно, эта инициатива нашла широкую поддержку. Почему? Потому что достаточно короткие сроки, с начала августа до конца августа, все 6 полков Кавказской туземной конной дивизии, они были укомплектованы. Нужно также еще сказать, что период пополнения, скажем так, полков дивизии продолжался вплоть до июня 1917 года. Поэтому желающих вступить в полки было немало. И надо говорить о том, что к ним предъявлялись особые требования. То есть в данном случае это речь шла физическая подготовка, возраст от 18 до 40 лет и знание русского языка. Среди тех, кто вступил в полки, как показал опыт последующих военных действий, были и те, которые превышали этот возраст, которым далеко было за 40 лет. Поэтому, как правило, инициатива в первую очередь исходила от народов Северного Кавказа, да, принять участие в Первой мировой войне. Дивизия начала комплектоваться только в августе, в связи, скажем так, сразу после начала Первой мировой войны. И надо говорить о том, что процесс комплектования буквально охватил всего лишь 2-3 недели. Почему? Потому что этого требовали условия военного времени, поскольку необходима была переброска на театр военных действий. Поэтому 9 августа началось формирование Ингушского полка Кавказской туземной конной дивизии. 23 августа был назначен командир этой дивизии. 27 августа была утверждена форма для всех полков Кавказской туземной дивизии, то есть это считалось непосредственно их национальная одежда. Единственная отличительная особенность – это являлись погоны. То есть по цвету погонов можно было отличить каждый полк друг от друга. Все 6 полков отличались как раз-таки цветом погон. Мадина, вы как раз отчасти сказали о составе дивизии. Вот конкретно состав этого соединения и какие подразделения входили в состав дивизии, характер этих подразделений и, в свою очередь, состав каждого подразделения. Вся дивизия, Кавказская туземная конная дивизия, состояла из 6 полков. Надо сказать о том, что эти 6 полков были объединены в 3 бригады. Первая бригада включала в себя кабардинские и 2-й дагестанские полки, 2-я бригада включала в себя чеченские и татарские полки, и 3-я бригада состояла из ингушского и черкесского конных полков. Поскольку это было кавалерийское соединение, да, то надо сказать о том, что она в самом начале фактически учитывала прежде всего особенности, да, ведения военных действий. Почему? Потому что на тот момент, в годы Первой мировой войны, конница, кавалерия оставалась одним из самых подвижных и активных родов войск, не
несмотря на технические усовершенствования, которые были достигнуты, скажем так, в военном искусстве к началу Первой мировой войны. Поэтому кавалерия, она была незаменима, как правило, в различных, скажем так, местностях. Это, во-первых, она действовала в авангарде наступающих воинских сил российской армии, прикрывала, естественно, их наступательные действия, проводила разведывательные действия, то есть фактически выясняла местоположение австро-венгерских и германских воинских частей. И надо сказать о том, что в этом смысле они были незаменимы, и это отмечали очень многие. Если рассматривать все эти три бригады, то нужно говорить о том, что ингушский конный полк, он возглавлялся Георгием Алексеевичем Мерчуле. Это человек, который возглавил этот полк 11 сентября 1914 года и командовал им вплоть до 25 мая 1917 года. Впоследствии его на этом посту командира сменил Асланбек Байтиевич Катиев, который вплоть до, скажем так, окончания военных действий и до, скажем так, сентября 1917 года командовал этим подразделением. Нужно отметить, что офицерский состав формировался преимущественно из представителей, скажем так, кадровых офицеров, которые состояли на службе в Российской императорской армии в этот период, так же, как и из казачьих воинских соединений. Что же касается нижних чинов, их именовали всадниками. Так вот, они, естественно, формировались на добровольной основе. К моменту формирования, в данном случае, ингушского конного полка насчитывалось 660 всадников и 20 офицеров. Ну, надо говорить о том, что вот, в частности, в момент, когда началось формирование дивизии и в последующий период, очень много желающих было вступить именно в эту регулярную часть, причем из разных других воинских соединений. Вообще, надо сказать о том, что она привлекала весь период военной кампании к себе внимание, воинская дивизия, и, ну, надо сказать о том, что и своими действиями, да, и храбростью, и в то же время состав этой дивизии. Мадина, вот то, что решили создать подразделение, получается, по национальному признаку. Чем диктовалось это решение? Ну, на самом-то деле, несмотря на то, что каждый полк формировался по национальному признаку, преимущественно, да, а сама дивизия преимущественно также являлась дивизией, формируемой из народов Северного Кавказа, каждый полк этой дивизии был интернациональным. То есть нельзя сказать, что он был, скажем так, мононациональным. В каждом полку находились на службе большое количество людей, которые, скажем так, по своей национальной принадлежности к этому полку не относились. Поэтому в ингушском полку служили представители многих народов, не только Северного Кавказа, но и всей страны в целом. Ну, поскольку они создавались и формировались в разных частях Северного Кавказа, и процесс комплектования происходил непосредственно в национальных, скажем так, регионах в тот период, да, то надо говорить о том, что, естественно, преимущественная принадлежность, конечно же, это по национальному признаку. Но это не исключало возможность, что в каждом полку могут служить представители и других народов. То, что родной брат императора на тот момент возглавил вот это соединение, это, наверное, говорит о важности соединения? Безусловно, ну, сама инициатива формирования этой дивизии исходила от горских обществ, да, Северного Кавказа. И это, во-первых. Во-вторых, то, что дивизию возглавил Михаил Александрович Романов, безусловно, ну, скажем так, придавало ей и особое внимание, да, со стороны других, скажем так, воинских соединений. Почему? Потому что к тому времени Михаил Александрович Романов, его называли лихим кавалеристом, да, человеком, который фактически пользовался большим уважением среди сослуживцев, это, во-первых, и более того, большим авторитетом среди людей, которые, естественно, входили в состав Кавказской туземной конной дивизии. И надо сказать о том, что он фактически неизменно оставался командиром этого боевого соединения до 4 февраля 1916 года, а уже в 1916 году, в феврале месяце, он был назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса и сменил на этом посту хана Гусейна Нахичеванского. Так что вот этот промежуток времени, начиная с августа 2014 года по февраль 1916 года, Михаил Александрович Романов оставался неизменно командиром этого воинского соединения. Ну, надо сказать о том, что многие современники, которые описывают события тех лет, пишут о том, что взаимоотношения между командованием, да, и непосредственно личным составом дивизии, оно было очень, во-первых, доброжелательным, доверительным. И надо сказать о том, что порой даже, ну, как бы, скажем так,
вот отношение самого командования, оно вот как бы, скажем так, создавало вот такую атмосферу. И, наверное, это имело большое значение. Почему? Потому что авторитет самого командира здесь, безусловно, сыграл исключительную важность. Вот как раз-таки об этом особом укладе, который сложился в дивизии, ходят легенды, и там сложились свои традиции, свои внутренние правила взаимоотношения. Вот об этом хотелось бы подробнее, Мадина. Да, ну вот надо сказать о том, что, как правило, уставная система, она, безусловно, требовала того, чтобы обращение было на «вы», да, но здесь были приняты отношения, ну, скажем так, такие достаточно дружественные, если можно сказать, хотя армия, как правило, она, безусловно, придерживается и устава, и дисциплины, но здесь это никак не влияло на саму дисциплину или устав в целом. Почему? Потому что вот это доверительное отношение между командованием и личным составом, оно сохранялось. То есть все-таки здесь вот они понимали, осознавали важность той задачи, которая стоит перед ними на тот момент, поэтому всецело как бы были направлены на то, чтобы прежде всего защищать и отстаивать позиции, скажем так, воинских частей, которые в этот период находились на Юго-Западном фронте. Учитывая то, что в основном формировалась дивизия из добровольцев, новобранцев, у которых не было практически военной подготовки, была ли военная подготовка, вообще где происходил сбор первоначальный, где формировалось соединение? Ну, дело в том, что поскольку мы говорим нижние чины, всадники, да, как мы их называем, это люди, которые входили в состав дивизий на добровольной основе. Соответственно, не все из них имели опыт знания военного дела, да, поскольку для многих из них это, скажем так, был первый опыт ведения военных действий, но и среди тех, кто принимал участие, были и ветераны, то есть предыдущих войн. И надо сказать о том, что война, она требовала ускоренной, скажем так, подготовки военной. И как раз-таки с конца августа до начала декабря, находясь на территории Подольской губернии, фактически там и происходила подготовка военная, да, и производился и смотр полков Кавказской туземной конной дивизии. Поэтому в условиях войны, естественно, военная подготовка, она достаточно происходила ускоренно. Да? То есть, ну, так складывались обстоятельства. Вместе с тем, надо сказать о том, что касается кавалерии, то она, как я уже отмечала, она была одним из самых подвижных родов войск, то фактически конница, она формировалась из не только Кавказской туземной конной дивизии, но и других кавалерийских частей, да, и мы говорили о том, что этот второй кавалерийский корпус, он как раз-таки и был в составе Юго-Западного фронта. Так вот, знание военного дела, так же, как и, скажем так, ну вот этих кавалерийских атак, оно было, наверное, заложено как-то природно. Да? То есть они очень хорошо ориентировались в горной местности, это во-первых. Для них фактически преодолеть какую-то трудность, да, она не представляла такой сложности. Почему? Потому что это люди, которые, многие из них, да, были выходцем из горных обществ, да, люди, которые, скажем так, были прекрасными кавалеристами, поэтому для них такого рода конные атаки, да, скажем так, осуществление каких-то активных наступательных действий, оно не являлось чем-то, скажем так, исключительным или необычным. Поэтому, ну, безусловно, в авангарде всегда действовал офицерский корпус, а мы с вами знаем, что офицерский корпус, он, как правило, формировался из тех людей, которые к тому времени уже имели опыт ведения войны, да, которые зарекомендовали себя в военном деле, которые имели прекрасное военное образование, соответственно, командование ставило задачи, которые фактически нижние чины, всадники, естественно, уже претворяли на театре военных действий в ходе вот этих конных кавалерийских атак. Отправлялись военные части как раз-таки к местам близкой дислокации. Это была вот Подольская губерния. А там уже непосредственно они оказывались рядом с фронтом на территории Австро-Венгрии тогда. Да? Юго-Западный фронт, фактически это фронт, который был создан российским военным командованием для того, чтобы участвовать в войне против австро-венгерской армии. Ну, То есть приграничная зона, да, получается, да? Да. Мадина, в каких сражениях участвовала дивизия и конкретно Ингушский полк, в каких боях принимал участие и где отличился? Ну, надо сказать о том, что дивизия была сформирована в августе 1914 года.
октябре 1914 года она была переброшена в Подольскую губернию, а уже в декабре, в самом начале декабря 1914 года она уже вступила в первые свои боевые столкновения с австро-венгерскими военными силами. Произошло это 8 декабря у деревень Мычкова и Рыбни. И уже тогда были первые успехи воинских частей, а на самом-то деле Юго-Западный фронт, да, куда была переброшена Кавказская туземная конная дивизия, здесь в первую очередь Кавказская туземная конная дивизия, она была включена в состав 8-й армии. В последующем, в 1915 году, она была включена в состав 9-й армии. И надо сказать о том, что вот в феврале 1915 года в числе первых таких вот боевых действий, в которых отличились Ингушский полк, в том числе и полки Кавказской туземной конной дивизии, это была деревня Цу-Бабино. Полки дивизии, когда, скажем так, принимали участие в военных действиях, то, безусловно, одна из главных и приоритетных задач, которая ставилась на тот момент, это непосредственно, да, действовать в авангарде российских воинских соединений. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно было осуществлять рекогносцировку, то есть фактически выяснять местоположение противника, его силы, да, возможности и ресурсы. Поэтому, как правило, вот в такого рода мероприятия, как отмечалось очень многими, они не только проявляли такие, скажем так, личные качества храбрости, да, но они фактически, как писали некоторые современники, были бесценны, да, в такого рода мероприятиях, когда нужно было осуществить разведку, да, когда нужно было выяснить местоположение противника. Летом 1916 года на Юго-Западном фронте была проведена, ну, скажем так, наступательная операция под руководством генерала Брусилова, который в последующем получил название «Брусиловский прорыв». И в рамках этого Брусиловского прорыва как раз-таки в числе, скажем так, наступающих армий и в составе этих армий принимали участие полки 3-й бригады Кавказской туземной конной дивизии. Это ингушские и черкесские конные полки. В частности, надо сказать о том, что здесь 15 июля 1916 года у деревни Езеряны, или в некоторых источниках пишут Езержаны, произошло вот это столкновение с австро-венгерскими силами. Были захвачены в плен офицеры 34, понесли потери австро-венгерские воинские части, и было захвачено в том числе и 5 трофейных орудий. К тому же надо говорить о том, что в августе 1916 года в войну вступила Румыния на стороне Антанты. Соответственно, таким образом фронт военных действий он увеличивался. То есть если в августе 1914 года Юго-Западный фронт он охватывал территорию около 400 километров, то уже к 1917 году протяженность театра военных действий доходила свыше 600 километров. И надо сказать о том, что здесь теперь уже с 16 года, с конца года особенно, полки Кавказской туземной дивизии были сосредоточены на реке Быстрица. А в 17 году, в июне месяце, произошло такое одно из тех, скажем так, последних наступательных действий российских армий на Юго-Западном фронте, и полки Кавказской туземной дивизии как раз-таки принимали участие в этих событиях. Брусиловский прорыв, получается, одно из наиболее ярких сражений. Вот какие еще бои, сражения, где отличился, в частности, Ингушский полк, Мадина? Ну, если говорить о масштабных таких военных действиях, да, которые, безусловно, играли важную роль, да, надо сказать о том, что, в частности, это события, которые были в феврале 1915 года, 15 февраля, битве у Езержаны, или Езераны, как мы говорим, 1916 года. Это летом, июня 1917 года в битве у реки Стрып-Серета. То есть, фактически, это были так бы наиболее масштабные, да, исходя из того, какие цели для себя ставило российское военное командование в тот период. Но, а с другой стороны, ну, скажем так, каждодневные задачи, которые ставились военным командованием, прежде всего, ну, в соприкосновении с войсками противника, это происходило практически каждый день. Мадина, когда прекратила существование дивизия и в связи с чем? Кавказская туземная конная дивизия, она 21 августа была преобразована в Кавказский туземный корпус. И надо сказать о том, что командиром Кавказского туземного корпуса тогда был назначен Петр Половцев.
Также еще следует отметить, что с февраля 1916 фактически командование было возложено на Дмитрия Петровича Багратиона. И вот 21 августа 1917 года эта дивизия была переформирована в Кавказский туземный корпус. И этот период как раз-таки совпал с тем, что в конце августа складывалась достаточно сложная ситуация на территории страны. Это мы с вами знаем события, которые имели место быть, начиная с февраля 1917 года. И тогда принимается решение о переброске полков Кавказской туземной конной дивизии непосредственно в столицу российского государства. И вот переброска начинается уже 26 августа. Они оказываются на станции Дно, дальше уже станция Вырица, Сусанина. И вот фактически с августа 1917 года переброска полков Кавказской туземной конной дивизии происходит в столицу страны, а дальше уже в сентябре 1917 года полки Кавказской туземной конной дивизии прибыли на Северный Кавказ, туда, где они изначально когда-то, скажем так, в 1914 году и были сформированы. И уже непосредственно, вот, допустим, ингушский полк Кавказской туземной конной дивизии, его переброска началась уже 16 сентября 1917 года на Северный Кавказ. Мадина, мы знаем, что такие исторические события, они часто находят отражение в воспоминаниях, в таком жанре, да. И вообще конкретно, какие материалы по истории дивизии сегодня известны, наиболее полные источники? Надо сказать о том, что в тот период, когда существовала сама дивизия, и в тот период, когда она была сформирована и принимала участие в военных действиях, она тогда уже привлекала внимание очень многих современников. И надо сказать о том, что писались не только заметки о событиях, которые происходили на Юго-Западном фронте и с участием полков Кавказской туземной конной дивизии. Периодическая печать Северного Кавказа, она как раз-таки представляет богатый материал по самым знаменательным событиям, значительным событиям истории дивизии, о тех наградах, которые присуждались полкам, какие изменения здесь происходят. Это во-первых. Во-вторых, надо сказать о том, что сегодня большой пласт информации представляет документальные материалы. Речь идет о материалах, которые были непосредственно составлены в тот период. Это оперативные приказы, это записные книжки командиров полков. Вот как раз-таки все передвижения и все изменения, которые происходили в дивизии, они нашли отражение в этих документальных материалах. Они доступны сегодня и представляют большой ценный и фактический материал. Почему? Потому что здесь мы находим огромное количество сведений и о численном составе, непосредственно о каждом отдельном офицере, и всаднике, который принимал участие, о тех наградах, которые были присуждены. Это одна часть. Другая часть – это, в принципе, мемуарная литература, которая также была составлена в тот период, и к числу которых мы можем отнести воспоминания Анатолия Маркова, воспоминания полковника Максимовича, Ладыженского, то есть врач. То есть это те люди, которые служили в этом полку, и, естественно, так же, как и многие люди, которые были сопричастны с этой дивизией на тот период, скажем так, жизни, в период войны, они, естественно, запечатлели в своих воспоминаниях сведения, в том числе и биографические, об участниках этой войны. И эти документы сегодня доступны, они имеются в архивах, в том числе и в нашем архиве Республики Ингушетия, где мы можем найти информацию касаемо любого события, имеющего отношение непосредственно к Кавказской туземной конной дивизии и Ингушскому полку в частности. В то же время надо сказать о том, что именно в 90-е годы такой, скажем так, начался активный интерес к изучению непосредственно истории формирования дивизии. И в разных регионах Северного Кавказа велась работа по как раз-таки изучению вклада этого кавалерийского соединения в ход военных действий в годы Первой мировой войны. И надо сказать о том, что к числу тех работ, которые сегодня, безусловно, представляют большую ценность, это являются работы Леонида Опрышко, это Кавказская туземная конная дивизия. Сегодня мы можем говорить о том, что информацию о формировании полка и ее отдельных, скажем так, представителей, безусловно, нашли отражение в работах Исы Алмазова. К тому же надо сказать о том, что эта тематика
тематика, которая сегодня, ну, скажем так, она выходит далеко за пределы региона. Почему? Потому что и молодые исследователи, и те люди, которые, скажем так, годами работают над этой тематикой, безусловно, используют новые документальные материалы. В тот момент, когда шла военная кампания, военным корреспондентом Брешко-Брешковским как раз-таки был написан роман, который называется «Дикая дивизия». Некоторые из этих героев, безусловно, имели действительно историческую реальность. Она к тому времени пользовалась большой популярностью. Но и, в принципе, надо сказать о том, что сам факт написания этого, да, произведения, безусловно, свидетельствует о том, насколько, скажем так, эта дивизия привлекала внимание многих людей, которые к тому времени для себя, наверное, ну, скажем так, многое узнали о тех боевых частях, которые в большинстве своем, да, не имели, скажем так, опыта военных действий, но в годы Первой мировой войны как раз-таки проявляли невероятную храбрость, смелость, отвагу, отчаянность, да, при выполнении боевых заданий. Ну и, конечно же, личные качества этих людей, безусловно, привлекали внимание. Да? И надо сказать о том, что еще важно и всегда как бы отмечается многими современниками, это обычаи и традиции. Даже в таких тяжелых условиях военного времени это сохранялось и соблюдалось. Почтительное уважение, да, это всегда, скажем так, уважительное отношение, как говорили, к сединам, да, то есть, безусловно, все это имело такое важное значение. К тому же, даже многие писали, что, скажем так, о том, что стрелять из окопов не хотели, да, то есть фактически считали, что вот это как-то из-под тишка. Да. И они, естественно, выходили и стреляли из окопов в строй. То есть фактически даже вот такого рода моменты. И надо сказать о том, что вот, конечно, вне всякого сомнения большой интерес представляет боевая хроника тех событий, несомненно. Но вместе с тем и большой интерес представляет повседневная жизнь полков дивизий, где за этим, скажем так, театром военных действий, естественно, открывалась жизнь простых людей, которые в условиях военного времени, безусловно, да, скажем так, проявляли вот такие, скажем так, правильные качества, да, людей, которые фактически, ну, очень сложно, наверное, было бы соблюдать в тот период, да, поэтому, безусловно, вот эти качества, они всегда отмечаются современниками. Мадина, вы отчасти назвали имена. Конкретно, кто из ингушских ученых-историков изучал эту тему, и результаты этих исследований наиболее такие авторитетные работы? В первую очередь надо сказать о том, что на сегодняшний день из числа ингушских исследователей, которые непосредственно занимались изучением деятельности дивизии, а также полков, дивизии ингушского конкретно, и личного состава, конечно, несомненно, нужно сказать о том, что этот большой вклад внесен исследователем-архивистом Алмазовым Исой Геннадьевичем, автором работ, посвященных как раз этой тематике. Это и работы ингуши-георгиевские кавалеры, и рыцари долга и чести. Да? К тому же у него есть работы, которые посвящены созданию регулярных частей. Надо сказать о том, что этой тематике посвящены исследования и, скажем так, собраны материалы нашими краеведами. В том числе, наверное, надо сказать о том, что на сегодняшний день такой большой вклад внесен Газиковым Берснако, который выявляет в различных архивах, а также в библиотеках нашей страны материалы, касаемые в том числе и ингушского полка, а также как и других воинских соединений, созданных в более ранний или более поздний период, да, в состав которых входили ингуши. Поэтому эта работа, безусловно, проводится. К тому же надо говорить о том, что сегодня научные публикации, посвященные участию ингушей в Первой мировой войне, они написаны исследователями Долгиевой Марией Белановной, Индиевой Тамарой Мадгиреевой, Матиевым Тимур Хусеновичем. Ну, скажем так, надо говорить о том, что Танкиев Висенгири занимался изучением вопросов, посвященных как раз-таки формированию полков в Кавказской туземной конной дивизии. И надо сказать о том, что сегодня как бы в этот процесс вовлекаются и молодые ученые, в данном случае студенты исторического факультета, сегодня публикуют свои статьи, посвященные как отдельным представителям дивизий, полков, так и всему, скажем так, тематике, посвященной разным сторонам, скажем так, связанной с историей формирования или участия в военных действиях в годы Первой мировой войны. Если говорить конкретно, Мадина, о наших архивах,
насколько хорошо представлена наша источниковая база вот в местных архивах именно по этой теме? Ну, надо сказать о том, что сегодня в нашем архиве, в частности, да, Государственной архивной службе Республики Ингушетия, имеются документальные материалы, которые непосредственно имеют отношение к формированию ингушского полка. И надо говорить о том, что фонд, опись и сами документы, они как раз-таки посвящены истории формирования полка. Я могу сказать, что для того, чтобы изучать эти документы, мне, например, приходилось выезжать в московские архивы и в город Санкт-Петербург. А сегодня эти же документы, которые мной когда-то изучались, исследовались, я сегодня вижу оцифрованы уже в наших архивах. Поэтому сегодня эти документы доступны, да, широкому кругу читателей, люди, которые интересуются изучением истории формирования не только Кавказской туземной конной дивизии. Здесь имеется источниковая база по биографическим материалам, имеющим отношение к воинам 19 столетия, предыдущим. И здесь мы можем найти и дела конкретные, да, на того или иного офицера, так называемые послужные списки. То есть послужной список – это, скажем так, целый пакет документов, который формировался и в котором указывались все боевые заслуги конкретно того или иного офицера или, допустим, всадника, причем с указанием всех этапов прохождения военной службы, его заслуг в том числе. Поэтому сегодня в нашем архиве присутствуют и документальные материалы, которые имеют отношение к непосредственно штабу Кавказской туземной конной дивизии. Это опись 3530, и есть непосредственно 3643, это посвященное Ингушскому полку Кавказской туземной конной дивизии. И далее уже отдельно представлены вот те самые послужные списки, о которых я говорила, на каждого конкретно офицера, либо это генерал, либо всадник, да, которые фактически собраны и имеются, скажем так, для того, чтобы мы имели возможность с ними работать. Мадина, вы сказали о том, что еще в годы своего существования дивизия привлекала внимание, и сегодня тоже к ней особый интерес. Конечно. Если говорить о памяти об этом военном соединении, в чем выразилась сегодня эта память, какие памятники документальные, книжные есть? Ну, в данном случае надо сказать о том, что в последние годы этой тематике уделяется, безусловно, большое внимание, что очень радует. Почему? Потому что, как правило, мы можем сказать о том, что даже если написано большое количество исследований, выпущено огромное количество работ по той или иной теме, она, безусловно, будет продолжать интересовать исследователей в силу каких обстоятельств? Дело в том, что, как правило, с каждым годом, естественно, в научный оборот вводятся новые материалы, которые становятся доступными широкой общественности. Это, во-первых. Во-вторых, ну, скажем так, исследуются разные стороны и разные проблемы, относящиеся к этой тематике. Поэтому эта тема, она практически может изучаться еще долгое время. Что касается увековечивания, скажем так, этих событий, мы знаем, что сегодня у нас в Республике Ингушетия есть непосредственно, да, памятник, который посвящен как раз-таки дикой дивизии, да, где представлен не только монумент, да, но и фактически имена участников Первой мировой войны. К тому же, наверное, надо сказать о том, что большим вкладом является это та работа, которая сегодня ведется в различных научных учреждениях, когда они проводят фотовыставки, когда они, естественно, организовывают, ну, в частности, проведение круглых столов, научных семинаров, конференций, посвященной этой тематике. Привлечение к такого рода вопросам, оно прежде всего становится активным тогда, когда, естественно, широкой общественности, да, ну, скажем так, доносится вот эта информация о том, что вот такая тематика существует, над ней работает, да, и, как правило, прежде всего это находит выражение в издании научных статей, монографий, коллективных трудов, которые посвящены этим проблемам. Поэтому каждая работа, безусловно, сегодня является значительным вкладом в деле изучения
истории формирования Кавказской туземной конной дивизии, ее участия. К тому же надо сказать о том, что большое значение имеет и совместная работа, да, та работа, которая проводится учеными разных регионов при выявлении тех или иных материалов, да, которые они также, в свою очередь, прежде всего пытаются, ну, скажем так, исследовать и сделать эту тематику, прежде всего, ну, скажем так, доступной для широкой аудитории, которая могла бы не только с точки зрения научной, да, заниматься этой проблемой, но и иметь такой, скажем так, научно-популярный характер. Поэтому, конечно, и то, что снимаются документальные фильмы, да, и программы, которые также, скажем так, построены таким образом, чтобы изучать деятельность отдельных представителей всего, скажем так, вот этого боевого соединения, безусловно, это большой вклад в деле изучения, скажем так, истории этого боевого соединения, которое к тому времени, безусловно, и по сегодняшний день имело такую, скажем так, значительную славу, да, легендарную, если не сказать. Поэтому, конечно, да, это большой вклад. Мадина, как мы знаем, вы непосредственно изучали эту тему, работали в этом направлении. На ваш взгляд, какие еще белые пятна существуют, над чем еще нужно работать, над выявлением каких фактов, что еще остается неизвестного? Конечно, наверное, надо сказать о том, что на сегодняшний день вот такого полного монографического исследования, посвященного Ингушскому полку, да, Кавказской туземной конной дивизии, пока еще нет. Есть отдельные работы, безусловно, которые представляют большую ценность, но непосредственно, скажем так, исследование, которое будет посвящено истории формирования дивизии, да, освещению всех, скажем так, событий, которые происходили на Юго-Западном фронте, а потом уже с вступлением Румынии и на этом участке фронта. Все эти события, безусловно, они, конечно же, нуждаются в дальнейшем изучении. Почему? Потому что те работы, которые сегодня есть, они, безусловно, внесли большой вклад. И, безусловно, они являются основой для последующих научных исследований. И без их наличия, скажем так, изучение этой тематики, оно было бы невозможно. Поэтому каждая последующая работа, безусловно, она вносит для нас, скажем так, новые открытия, да, новые какие-то страницы в деле изучения этого боевого соединения, так же, как и в любой другой сфере, потому что это очень важно. И надо сказать о том, что чем больше документальных материалов привлекается для написания и изучения той или иной тематики, тем более ценным становится этот труд. Поэтому задача сегодня заключается в том, чтобы, безусловно, исследовать события тех лет, ну и надо сказать о том, что какая тем, вот если взять какую сторону она наименее исследована, да, ну, чаще всего у нас на слуху это самые масштабные военные действия, да, как бы, скажем так, в которых принимало участие и Кавказская туземная конная дивизия, и Ингушский полк. Но я думаю, что все-таки большой интерес представляет это повседневная жизнь, да, полков дивизии. Та самая жизнь, в которой, наверное, выявляются, ну, как вам сказать, обстоятельства, условия, да, где человек себя проявляет в той, скажем так, настоящей, скажем так, как вам сказать, реальности. И вот такого рода моменты, безусловно, они как бы были бы интересны. Тем более, надо сказать о том, что вот такого рода исследования, они чаще всего у нас не были. Они в основном, вот такого рода материалы, они чаще всего пишутся в воспоминаниях и мемуарах. Поэтому работа с этой мемуарной литературой, безусловно, да, почему? Потому что работа с периодическими, скажем так, изданиями, которые выпускались в тот период на Северном Кавказе, это тоже огромный пласт работы, который предстоит осуществить. Почему? Потому что надо говорить о том, что периодическая печать – это один из тоже важнейших источников по изучению истории того или иного события, и в том числе речь идет, если о Первой мировой войне, поэтому это тот пласт информации, который нужно осилить, изучить и, скажем так, работать в этом направлении. Мадина, наша программа подходит к концу. Мы благодарим вас за участие. Спасибо большое за приглашение. Также благодарим за внимание наших зрителей. Напоминаем, что этот выпуск был посвящен участию ингушей в Первой мировой войне. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.